Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о вирусном гепатите или болезнь Боткина, так еще называют это заболевание. Что должно знать население о вирусном гепатите, я прошу рассказать заведующего вторым инфекционным отделением Мельник Степана Корнеевича. Здравствуйте! Заболеваемость вирусным гепатитом в нашем городе удерживается на стабильном уровне. Значительное повышение заболеваемости отмечается в весенне-зимнем периоде и весной. Особенно мы отмечаем повышение заболеваемости в период возвращения с отпусков, так называемые завозные случаи гепатита. Вирусный гепатит по своей структуре относится к кишечным заболеваниям и распространяется по всем правилам кишечной инфекции. Источником инфекции является больной человек. Вирус из организма больного человека выделяется с фекалиями и потом попадает при нарушении правил личной гигиены через загрязненную пищу, через грязные руки, с грязной водой. В нас сейчас отмечается незначительный спад инфекции, как обычно в это время и в прошлые годы. Но по удельному весу вирусный гепатит сейчас высокий по серебряному бору. Ну, здесь можно к основным причинам добавить антисанитария в поселке вообще. Потому что вы знаете, что там очень много еще балочных построений. И вот эта загрязненность всеобщая, она является и одной из причин удержания на высоком уровне заболеваемости. Вирусный гепатит по своей структуре очень серьезное заболевание. Даже при легких формах вирусного гепатита происходит гибель печеночных клеток где-то на 60-80%. Но спасение наше в том, что под воздействием лечения печеночные клетки восстанавливаются в течение года практически полностью. И поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью, своевременно госпитализировать больного и потом очень строго, внимательно выполнять советы врачей в периоде восстановления после этого заболевания, так как этот период является самым важным, потому что восстановление печеночных клеток, я уже говорил, идет очень медленно и длительно. В основном в структуре всех лечебных мероприятий занимает, конечно, диетотерапия. Правильное питание – это залог полного выздоровления. Вирусный гепатит дает осложнения, и первым среди этого осложнения является переход в хроническую форму. К сожалению, мы имеем в последнее время значительный переход в хроническую форму из-за нехватки медикаментозного обеспечения. В первую очередь это так называемые гепатопротекторы – Силибор, Корсил, Лив-52. Какие первые признаки должны насторожить больного? Первыми признаками этого заболевания чаще всего бывает незначительные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, то есть маска гриппа, так называемая маска гриппа. И поэтому очень часто под видом вот такого гриппозного состояния больные вирусным гепатитом переносят это заболевание на ногах, что потом очень чревато переходом в хроническую форму. И поэтому при нарастании вялости, сниженный аппетит, незначительные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, темная окраска мочи являются первыми основными признаками этого заболевания. Скажите, пожалуйста, 100% госпитализация таких больных? Да, в нас обеспечивается 100% госпитализация этих больных. В этом плане особо большую работу проводят наши участковые педиатры и участковые терапевты. Практически у нас не госпитализированных случаев оставления таких больных на дому нет. И ваши проблемы?
Ну, конечно, как всегда в смутные времена заболеваемость повышается, в том числе и инфекционная. Мы испытываем сейчас очень большие проблемы, я уже вкратце говорил, в медикаментозном обеспечении. В нас по уровню с прошлыми годами медикаментозная обеспеченность где-то в пределах 20-19%. Мы испытываем также материальную необеспеченность. Вы, наверное, уже обратили внимание, в нашем санпропускнике висит объявление о том, чтобы больные с собой приносили посуду. Значит, скоро, конечно, не исключено, если мы в таком плане будем двигаться, что придется приносить простыни, матрасы. Это, конечно, трагедия, потому что инфекционное отделение мы должны быть обеспечены полностью всем по весьма понятным причинам.